Иссык-Куль – озеро особое. Оно издревле обладало славой заколдованного. Великие ханы и грозные полководцы останавливались у этого озера и прятали в нем свои сокровища. Тысячелетия назад встречались на берегах Иссык-Куля народы и цивилизации. Здесь были ставки и дворцы великих завоевателей Чингисхана и Тамерлана. Не так давно на дне озера Иссык-Куль были найдены развалины мифического города Чигу, одного из крупнейших городов Древнего Востока. Веками озеро питалось и духовно. На его берегах пели мантры и искали света буддисты. Здесь, по преданию, окончил свой жизненный путь апостол Матфей. Здесь служили Аллаху и просили Христа о благословении великие завоеватели и сотни простых людей, говорящих на разных языках, исповедующих разные религии. Но всех их объединяло одно – притягательная и пленительная красота озера Иссык-Куль, глубина его прозрачных вод, скрывающая множество тайн. Духовное место. Так в переводе с кыргызского звучит название культурно-исторического комплекса Рухордо, что расположился на самом берегу озера, в городе Чолпон-Ата. Этот комплекс вобрал в себя тайны Иссык-Куля и объединил разные культуры и религии в одном месте, под одним небом. Здесь соседствует 5 храмов основных религий мира – ислама, православия, иудаизма, католичества и буддизма. И каждый несет в себе послание «Бог един для всех». Когда находишься в этом парке, появляется ощущение сказки, словно вы попали в какой-то другой мир. Здесь установлено много скульптур, изваяний и древних камней с высеченными на них петроглифами. Увековечены памятниками глава Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев и бывший президент России Борис Ельцин. Здесь можно встретить знаменитых ученых и писателей, поэтов, политиков и артистов, людей духа, святых и несвятых, застывших в скульптурах и изображениях кыргызских творцов. Под шепот теплого ветра и прохладных волн Иссык-Куля ведут свой спор о вечном Галилей и Коперник. Рождается истина. Лишь искусству подвластно касаться вечности, служить окнами во Вселенную. Великий сказитель эпоса Манас Саекбай Каралаев величественно восседает под искусно выкованным деревом, закрыв глаза в песенном экстазе. Среди часовен в полумраке сосновой рощи находится дом, названный в честь великого ученого Николая Рериха. В прохладном зале за круглым столом из редких пород кыргызского орехового леса проходили встречи глав государств, друзей, автора-основателя комплекса Рухордо Ташкул-Ата Ташкула Кирексизова. По причудливо изогнутым асфальтовым дорожкам Рухордо, усыпанным национальными узорами, прохаживались известные правители и заслуженные спортсмены, короли сцены и пера, художники и писатели. Всех их объединяла потрясающая энергия, сила духа, человека и природы. Великолепный концертный зал потрясает уникальной акустикой и неповторимой сценой, которая, как и все в этом месте, хранит свою загадку. Острые скалы на картинах выражают внутреннее мировоззрение создателя парка. Каждый человек должен достигнуть в жизни своей вершины, покорить свою судьбу и удержаться на высоте, не упасть вниз. Во время представления перед глазами зрителей предстает невиданной красоты зрелище. За тяжелым занавесом в проеме, сделанном в форме юрты, вы увидите сверкающую гладь озера Иссык-Куль. Культурный центр Рухордо Ташкул-Ата был построен в 2002 году, но парк не перестает строиться и со временем обрастает все новыми сооружениями и картинами. Он растет как маленький ребенок, постоянно совершенствуясь и становясь лучше. Каждый, кто хоть раз посетит комплекс Рухордо, еще долго будет хранить в сердце непостижимую загадку этого места и почти космическую духовную связь прошлого и настоящего. В вечности же останется история его, пока плывет корабль человечества, пока существует великое озеро Иссык-Куль.